Дорожники столицы Коми вышли на борьбу с гололедицей. Против коварного льда задействовано сразу 18 единиц техники. Часть приобрели в этом году. Новые малогабаритные подметально-уборочные машины позволяют работать в том числе и на узких тротуарах города. Кроме того, в этом году в Сыктывкаре появятся специальные экспериментальные участки, где дорожники будут тестировать новые противогололедные средства. Ксения Лосева расскажет подробнее. Переменчивая погода и скачки температуры ежегодно всего за несколько часов превращают город в один большой каток. Если детвора и некоторые спортсмены таким изменениям еще бывают и рады, то большинству жителей не до веселья. В травмпунктах моментально появляются очереди из тех, для кого шаги и непроизвольные пируэты на льду закончились не овациями, а досадным падением. На помощь традиционно приходят дорожники. В этом году они уже рассыпали в Сыктывкаре более 2500 кубометров песко-соляной смеси. В запасе еще около 13. На эту зиму, говорят, должно хватить. Наиболее широко используем это механическая уборка, подметание, сгребание снега с тротуаров и подсыпка. Ежедневно происходит объезд объектов уличной дорожной сети, в том числе тротуаров, и визуально, и выходя на улицу, проверяется скользкость тротуаров. Об опасных участках дорожникам сигнализируют и сами жители. Они же часто выражают свои опасения по поводу состава смеси. Речной песок превращает улицы в настоящие песчаные дюны, а после того, как снег растает, и вовсе бесконечно кружит в воздухе. Неудобства есть, признают в дорожном хозяйстве, но без этого никуда. Впрочем, сейчас дорожники совместно с мэрией рассматривают и альтернативные варианты борьбы с гололедицей. Один из них – обработка тротуаров химическими веществами. При определенных температурах они быстро расплавляют лед в кашицу и не засоряют ливневую канализацию. Однако здесь тоже есть свои сложности. Смесь может навредить почве, увеличить износ асфальтового покрытия и брусчатки. Да и стоит дороже. Чтобы разобраться в том, что лучше, в Сыктывкаре выделят специальные экспериментальные участки, где будут бороться со льдом с помощью нового противогололедного средства. В январе 2021 года мы произведем закупку экспериментального количества, определим непосредственно тротуарную сеть, именно тротуарную сеть. Да? То есть мы не будем обрабатывать дороги, мы только тротуары обработаем, смешаем химический противогололедный материал и с новым фракционным материалом. Предположительно, это мраморная крошка. Это с точки зрения и экологов, они считают, она более безвредная, нежели чем песок. Результат, как говорится, увидим все вместе. Уже сейчас такая непесочная технология применяется на гранитном спуске к Кировскому парку. Разбросанное вручную вещество начинает действовать прямо на глазах. Предполагается, что эксперименты будут проводить на самых оживленных тротуарах города. Где конкретно, будет объявлено чуть позже. В любом случае, в скором времени протестировать новое средство смогут и сами жители Сыктывкара. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.